Слава нашему Богу. Когда в маме стало дуже важко, моя жена напрашивалась, она просила и умоляла прийти помогти. У меня не было сестер, у меня не было таких людей, чтобы могли жіночим палате помогти. Я сказал, Гаяне, приходь, але ни на что не разраховывай, потому что я не люблю тебя, ты чужа людина взагалі для мене. То, что соединяет нас сын, я могу прийти раз в рік, побачить еще, и не более, ни на что не разраховывай. Ты приходь, але ни на что не разраховывай. Она сказала, добре, я приду только ради Иисуса. Я не мог понять, что, друзья, ради Иисуса можно быть унижены. Я не мог разуметь, что ради Иисуса можно быть оплеваны. Я издевался над ней, я смеялся над ней. Я всякие поганые слова говорил там в лекарне, но она молча это все робила ради Иисуса. Она ради Иисуса опозорилась там, але все мовчко робила. Когда в лекарне пришли врачи, сказали, надо ампутировать ногу. Сказали, что 40 хвилин должна быть, 3 часа операция, через 40 хвилин маме выносит. Знаете, она целая, я сказал моему брату, Артур пришел перед тем и сказал, знаешь, наша церковь молилась. И Бог сказал, Дух Святой сказал, что нож будет в моих руках. Я буду участвовать в операции, все будет благополучно. Знаете, я чую эти слова, сказал, Артур, ты на своем разуме. Как тебе Бог мог говорить? О чем ты говоришь? Ты вообще думаешь или нет? А він сказал, со мной только поверь. Прошу тебя, только поверь и побачишь. Ты побачишь чудо, которое ты не можешь доверять Господа. Знаете, тогда я сказал, если это правда, если то, что ты говоришь, это правда, я тоже стану верующим. Мне было стыдно признаваться. Мне было стыдно унижиться перед братом, что він меньше мне, але він меня учит и наставляет. Але я сказал, я тоже буду верующим. Скажешь мне, что треба робити. Я уже был готов только, чтобы мама была жива. Друзья, Бог сказал, что приходите ко мне, труждаешься обремененный, я успокою вас. У меня было важкий тягар своего сердца. Я не знал, что Він может понести этот тягар. И твое тягар понесе, брат и сестра. Если у тебя сегодня неможливо, знай, человеку невозможно, але Богу все возможно. Слава нашему Господу. И Він поэтому здесь. И Він поэтому дав прекрасную нагоду, прекрасную погоду, чтобы ты чув и відчував присутности Его. Слава нашему Господу. Він здесь. И Він дал нам шанс быть спасенны. Врачи удивлялись, врачи сомневались, але когда пришел, операция закончилась, я подивился, маму выносит прямо в палату и лицо открыто. Я дуже переживал. Я боялся, что я просто не вытримаю, и меня похо будут хоронить. Я так переживал. И вдруг дивлюсь, лицо открыто. Знаете, мои слезы падали. Я сказал, Артур, дивись, мама жива, дивись, маму выносит, сюда привозит. Він сказал, ну я даже не сомневался, потому что у Бога бессильно не бывает никакое слово. Слава нашему Господу. Друзья, я хочу сказать тебе сегодня у Бога не залишается бессильно никакое слово. Я не знал, что делать. Мой брат начал меня учить там. Он начал меня наставлять. Я хотел бы, чтобы я развалился под землю. Чтобы как он меня учит. Але знаете, это были слова, которые подкрепляли мой дух. Я відчувал себе просто легче. Мне было стыдно по-человечески, а по духу мне было добре. Я відчував, что я получаю уверенность. У меня есть якась надежда. Я еще не знаю, где эта надежда, але я відчував, что десь поруч. Написано, ищите Господа, когда можно знайти Его. Шукайте и призывайте Его, когда Він поруч, близко, Він на чому місці. Слава нашему Господу, друзья. Він привів нас сюда. Він сказал, где вы двое, або трое собраны во имя Мое, я посреди вас. У нас несколько десяток, можливо, тысяч людей. Можливо, 1000. Він здесь. Він ніколи не обманывает. Маму привели в лекарню. Врачи подивились, были здивовані. Так быстро закончилось. 40 хвилин продлилась операция. Люди не могли вбагнути, что там был присутний Господь. Люди не могли разуметь, что так, в том числе и я. Я сказал, Артур, я не хотел сдаваться. А вдруг это выпадковно? Вдруг это не то, что ты сказал? Але Він говорил, нет, сынок, ты запомни, это Бог. Это Він старается, это Він хочет тебе приблизить. Это Він хочет тебе дать шанс, використовывай этот шанс. Приближайся к Нему, может больше не получится. Может больше у тебя не будет нагоду такую. Друзья, я задумался. Я сказал, неужели это правда? Але я сказал, добре, я зроблю так, как ты скажешь. Что мне делать? Знаете, моя жена ухаживала за мамой. Мама лежала 3 недели. 3,5 недели лежала в лекарне.
Люди, которые лежали рядом, они не заживали у них раны. 40 градусов жара. Такие антисанитарные умови, такие ужасные. И знаете, люди не могли выбраться из той лекарни. А тут мама еще нога ампутирована выше колени. Мне все сочувствовали. Але знаете, в моем сердце, без глубины, была такая великая надежда, что у Бога есть намерение для меня. И это намерение во благо, не на зло, чтобы дать мне будущность и надежду. Мне эти слова моего брата, что Бог будет присутний, и Бог будет сделать свою справу, мне дали життя. Я сказал, нет, что вы не говорите, она выйдет звідси, все будет благополучно. Знаете, жена ухаживала 3,5 недели, люди смеялись над ней, люди издевались, они бачили, як я смеюсь. Они сказали, ты что, у тебя разума нема, ты что, ты вообще у тебя самолюбия нету, гордости нету. Он тебе 3 года бросил, а ты еще за его матерью ухаживаешь, на что тебе надо? Но она мовчка сказала, я роблю это ради Иисуса. Я это делаю ради Иисуса. Я сказал, что у нее не хватает. У нее там непорядки что-то. Але знаете, друзья, она своим молчанием, она победила меня. Она своим просто послушанием, она приобрела меня. Я сказал, что я не люблю тебя. Ты для меня чужой человек. А за то, что ты столько сделала, я заберу тебя ровно, если у вас есть Бог. Пусть Он войдет во мне. Пусть что-то со мной сделает, чтобы я тоже поверил тому Богу, который ты поклоняешься. И Артур, и друзья, той Бог не запізнився, не. Ведь той Бог сегодня на чем месте. Уже 12 лет я проповедую. Уже 12 лет рассказываю, что вчера, сегодня навеки Він той самий. И сегодня я хочу тебе запевнать, хочу дать тебе уверенность, Он здесь. Он сегодня может с тобой что сделать, налагодить твои семейные відношення, Він може переменять твое життя. Когда однажды я пришел в собрание, один азербайджанец мусульманин, ставший христианином, пришел в 91 году ко мне домой. Когда в Армении, на Горном Карабахе была война, убивали друг другу. Он пришел ко мне домой и сказал, сынок, Иисус любит тебя. Я сказал, кто ты такой? Ты же мусульманин, ты враг. Вы сказали, нет, я дитя Божие, я христианин, Иисус нашел меня, и я сегодня хочу тебя пригласить в собрание, приходи ко мне. Друзья, мы его приняли осторожно, мы его приняли как врага, але меня могли расставаться. Почему? Потому что там был присутный Иисус Христос. Слава нашему Богу. Мы обнялись, мы целовались, мы плакали, и Он сказал, приходи, подивись, приходи и подивись, сам будешь убедиться, что та вера, которая у тебя, это тимчасовая, это человеческая, есть Господь живе. Слава нашему Богу, что та вера сегодня и диючая вера. Сегодня, как сказал брат, не проходящая, але драгоценная, не гибнущая, але це Господня вера, це вера Божья. Я пришел в собрание, я слухал Слово Господня, и Писание говорит, что Слово Божие это живее и диючее, и острее всякого меча обоюдострого. Оно проникает до разделения души и духов, составы мозгов и судит помышления, намерения сердечные. Это Слово достигло до моего разума и сердца. Він начало во мне что-то робить. И я відчував, я больше не могу без него. Я відчував, что меня больше не влечет этот мир. Я однажды стал на колени и сказал, я хочу покаяться, я хочу віддаться Господу на служение, я хочу познать Его, я хочу, чтобы Он вошел в мое сердце. Знаете, это было мгновенно. Он вошел в мое сердце, Он начал менять меня. И я пришел домой и сказал жене, я издевался над тобою, я смеялся, но она не верила, она не могла разуметь, что так быстро пройдет это. Да, я еще 2 года издевался над ней, але так все равно быстро для нее было чудо. И сказал, все, сегодня твой Бог и Бог моего брата, Он вошел в мое сердце. Сегодня я познал Его, и той любовь, которая у меня есть, это уже не тимчасовый, это любовь вечная, даже смерть не сильно отобрать. Друзья, сегодня той Бог на чем месте, и у Него есть намерение, прекрасные намерения, стосовно до тебя и до меня, намерение во благо, не на зло, чтобы даст нам будущность и майбуття, и надежда. И сегодня здесь Він призывает, Він заохочивает, Він проставляется через наши уста. Давайте мы подякуем нашему Господу за все чудні діла, які Він дає нам, щоб кожен із нас використовував свій шанс і був спасений. Помолимся и прославим Его. Аминь. Благословен Ты, Раравада Балайс, слава Тебе, Раравада Балайс, хвала Тебе, Раравада Балайс, аллилуйя, аллилуйя Тебе, Раравада Балайс, слава Тебе.
Благословен Ты, аллилуйя, Тебе, слава Тебе, благодарю Тебе, Господи, за цю нагоду, яку Ти дав нам можливості, Боже, прославити і величати Тебе, Боже, бо Ти достоїн слави, хвала Тебе, Отче, аллилуйя Тебе, Господь мій Бог. Я дякую з братами і сестрами, Господи, які прийшли на це місце, Господь, які познали Тебе, Господи, яким Ти дав свободу, життя вічне, слава Тебе, о Ісус, що багатьом сьогодні Ти спасаєш, Господи, багатьом сьогодні даєш шанс бути спасенні. Хвала Тебе, Боже, ми дякуємо Тебе, Боже, мы благодарим Тебе, Господь, за все милости, Господь, которые Ты делаешь для нас, для славы Твоей. Будь благословен и прославлен наш вечный Бог, Отец.